Всем привет из Альшевского района. Все мы знаем этот прекрасный район. Здесь живут очень трудолюбивые люди. Люди, которые своим трудом, в общем-то, стали известны не только по всей стране, но и по всему миру. Одна только Лейсан Утяшева чего стоит. Сегодня у меня очень добрый повод. Я сегодня в селе Трун-Таишево. Отсюда, вот, в общем-то, сегодня очень большая миссия. Сегодня вот этой школе 100 лет. Приехали поздравить сегодня выходцы. Но не об этом. Одним из выходцев является Ильдар Хакимов, заслуженный артист Республики Башкортостан. Он с этой деревни. У меня есть уникальная возможность сегодня пообщаться с ним, увидеть то, где он начинал. У меня есть очень много уже инсайтов. Приехал он сюда с семьей вместе с Гузель Уразовой, с Народной артисткой Республики Татарстан. И, в общем-то, хочется сегодня задать вопросы, узнать вот, знаете, тот путь преодоления до, в общем-то, от вот этой вот школы, да, где, в общем-то, начинал свой путь Ильдар Хакимов, до кремлевских концертов, и почему его тянет сюда обратно. В общем-то, сегодня будет интересно, вам приятного просмотра, будет душевно, правда. Идем уже к дому, где, в общем-то, провел все свое детство Ильдар Равилович. Это самое родное место, где я родился, вырос. Здесь, конечно, был наш старый дом. Вместо старого дома построили новый вот здесь. И здесь баня. У нас гараж, второй этаж. Тоже частично мы в молодости обитали там, на втором этаже. Потом покажу. Бірге генә бала болып туды, 2 килограммда 300 грамм гына. Мен куркадыр аның өчен һәр вакыт. Бірге генә булгач. Все нормально, рос хорошим мальчиком, воспитанным. Гел миңа булышадыр, идән дә юшадыр, җыештырышадыр да. Әйбәт укыйдыр. Я прям чувствую, вот здесь глаза горят, Ильдар. Ну, а как не гореть? У меня все родственники приехали. А кто Все-таки здесь не вот? так часто. Папа, мой вот младший братишка, вон средний братишка. Всех можно показывать? Естественно. Никого в розыске нету? Нет, Ильдус, вот он с Дубая прилетел, да, шейх Ильдус Хазрят. Он летает на Боинге, да, у тебя? Он на Боинге летает. Вот, поэтому еще родственники приедут. Бірінші бала енді ол әр вақытта өзіне күрә қадірлі. Аны мен помню ол вақытта мектепте эшләгән шақ как раз болашағалар белән практикада үтеп бергән шақта миңа кайтып әйттеләр, менә синең улың туган дип. Ну, конечно, ул миңа зур шатлык иде. Ну, кемгә ошады икән ул, ничегрә икән ул, исән сау, әгъзалары тозам икән дигән уйлар башка керә. Шуннан телевизорда күргәнебез бар бит инде, роддомның инде анда балаларны ничек йөртәләр, ничек ошаталар. Ну, куркып та куядыр, мен әйтәм, аны берәрсе белән яңгыш алыштырып куймасалар ярар. Киләчәккә матур өметләр баглап, көч алып, рәхәтләнеп бергә булып яшәгән әле Трун-Таиш! На самом деле все поменялось, здесь вот все по-другому было, но понимаешь, суть от этого не меняется. На самом деле, где я вот вырос, здесь наш огород. Но огород большой. Огород большой, да. Мы, конечно, здесь вот сажали отсюда прям до конца картошку. Сейчас родители передумали, поэтому здесь сажают всякие огурцы, кабачки. Даже у нас арбуз растет. У меня мама очень Более любит. маржинальной культуры. Да. Первый раз мы сюда приехали в 2003 году. Ну, у нас и свадьба была в 2003. До никаха мы приехали. Ильдар познакомил меня с родителями. И вот как раз вот этот дом только построили, у них новоселье было, они готовились. Ну, понятно, что там немножко тут, немножко там, что-то недоделано. Мне все время хотелось помочь, а папа ходит и не успевает. Я вижу, я взяла молоток в руки, гвоздь, где нужно прибивала, шторы вешала. Они все за мной бегали и удивлялись. А для меня это нормально было. Я тоже выросла в деревне. Для меня это в удовольствие было помочь.
В общем, я сюда, когда приехала первый раз и увидела родителей Ильдара, мне показалось, что это мои родные люди, которых я всегда, всю жизнь знала. У нас вообще даже ни один раз не возникал какой-то вопрос. Мы первый раз как будто не познакомились, а 100 лет друг друга знаем. Поэтому это было настолько приятно, что я попала в среду, где действительно меня понимают и любят, приняли так радушно. И я очень приехала, и вот как свой человек с тех пор мы здесь вместе. Ты знаешь, вот этот воздух здешний, он пропитан прямо вот детством. Вот это вот, ну, не объяснить. На самом деле, каждый человек, наверное, сам по себе знает, когда он приезжает в свой родной дом. Здесь все так же пахнет. Вот этот своеобразный запах деревни, своего двора. Менің опор еді Илдар. Бүтін опайларын да тыңнатадыр еді. Үшләшә дә иде, кыз урына да, егет урына да. Мен аны кыз булсын дип теләгән идем. Ул малай булды да куйды. Шуңа күрә ул үзенең вазифасын эшлидер, әйбәт укыйдыр. Шуннан соң, менә шуннан училище искусствка керде инде. Анда да әйбәт кенә үзен күрсәтте, алама күрсәтмәде. Мен түрәле газапларны сыйдыра битерерәк, иң бәхетле булышын миңа син генә кирәк. Мен түрәле газапларны сыйдыра битерерәк, иң бәхетле булышын безгә авылдашлар кирәк. Бергәләп сез генә кирәк. Здесь у нас Мастерская, да? здесь мастерская, в общем, это именно, да, мастерская, гараж. Вот. Ну, понятно, здесь культура, мама сажает, все ухаживает. Старшему брату, скорее всего, приходилось много работать дома. Вот. Ты знаешь, ну, честно говоря, да, в первую очередь надо начинать, как говорится, с себя. Я, конечно, был в семье первым ребенком, и вся ответственность была на мне, и спрос с меня был. Поэтому, уезжая куда-то, родители наказывали в любом случае блюсти дома порядок, чистоту. Поэтому вся нагрузка приходилась на меня, но я эту нагрузку правильно делегировал, так скажем, между тремя братьями. У нас обязательства были распределены, каждый отвечал за свою часть. Хәзерге балалар белән чагыштырып караганда, алар нәкъ авыл тормышында яшәп, көтү көтеп, печән чабып, бакча утап, бәрәңге чыгарып, менә шундый эшләрне алар эшләп үстеләр. Илдарга ул беренче балага тем более күбрәк тә тиде аңа. Потому что аның артыннан 3 яшьтән Кояз туды, аннан соң 3 елдан соң Илшат туды. Бала карау, өйдә әнисенә ярдәм итү, үй җыештыру барсы да аның өстендә. Росли всегда вместе. То есть вот воспитание вот, шло это от Ильдара. Вот. Он, как бы у нас родитель уезжает, так, братишки, вот это делаем, допустим, задание давал, мы это выполняли. Если все выполняем, то нормально, там, допустим, смотрим мультфильм или там что-нибудь покушаем. То есть вот воспитание в основном шло от него. Шляп өстегенде. Теге әти строгий был, жесткий был. Никому он расслабляться не давал. По вечерам гуляли. Тогда был, ну, года 98-е, там 99-е года. Наверное, на всю жизнь там запомнилось. Вот это, когда руки вверх вышел. Тут, ну, самая вот юность, нам 17-18 лет. Вот, всю ночь гуляли. Вот, а утром 34 градуса, считай, вот жары. Ехали на сенокос еще. 11 тележек сено привозили вот сюда. Можно ли сказать, что здесь вот Пропаловая, да, в общем-то, сформировался характер? Характер формируется у человека, когда человек трудится. Только так.
Потому что без труда человек не растет, не формируется. Обязательно, я думаю, нужен спорт, один из видов спорта. Вот. У меня любимый вид спорта это были лыжи. Времена были разные. Вот. Тяжелые времена были, я это помню. Было то, что реально там даже одевать, может, даже нечего было там. Все, мы прошли вот это. Әти кіші ол балаларына екіншірек түрде үйрата. Мен аларның барысында үйратам. Мына Әниса аларына енді балақайым, тегелай, былай, мына шундай сөздер белән сөйләп, мен аларны молча үйратам. И алар бик кадерләр миңа. Бүгін мәктәпнең бик матур бәйрәме үткәрелде. Безнең Турымтайыш мәктәбенә 100 ел юбилей белгіләп үтелде. Бу инде безнең өчен зур бәйрәм булды, чөнки мин үзем дә 1981 елдан алып 2022 елга кадәр шушы мәктәптә хезмәт иттем. 41 ел стажым минем. Һәм минем иң беренче укучым менә эшләй башлаганда Илдар Хакимов тоже минем классымда укыды. Беренче укучыларым алар минем. Ошо класста укыдык без әйе. Менә шушы парталар артында утырды. Бүтән укучылар кебек үк. Шундый ягымлы, шундый мөлаем малай иде ул. Һәрбер нәрсәне аңлап, менә укытучының настроениесенә карап, әзрәк кенә баш авыртканны сизсә, апа берәр җирең авыртамыни, апа башың авыртамыни дип янга килеп басып, менә шундый нык игътибарлы малай иде дип мин аны менә үземнең исемдә калдырдым. Каждый человек должен делать благие дела. От этого человек просто себя чувствует лучше. Вот мне, допустим, я делаю это, и меня душа радуется, то, что я могу это сделать, то, что мы можем сделать. Конечно, в этом участвуют и поддерживают меня мои братишки Гаяс, Ильшат, Хакимовы. Вместе с Гузель, вместе с нашей огромной командой, вот, второй год мы организовываем. Я думаю, да, как ты говоришь, дай бог, чтобы это стало традицией доброй такой. Вот, может быть и здесь, может быть и в районном масштабе мы это будем организовывать. Дай бог сил нам, здоровья и мирного неба над головой. Туган якларга кайту үзе бер гомер. Илдар Юзефның шундый сүзләре бар. Кайтмый калма, якташ туган якка бер очрашу үзе бер гомер. Поэтому это целая жизнь. Тем более, минем якын дусларым Илдар белән Гүзел пригласили шушы чарага инде бит Турымтайыш мәктәбенең 100 еллыгына. Рәхәтләнеп кайттым. Во-первых, я Шафрановский, тут напрямки 12 километров. Шуңа күрә рәхәтләнеп кайттым и бик шатмын туган якларымда, кадерле якташларымны үземнең җырларым белән котларга. Всегда последние песни он пел. И многие понимали то, что и желали, что вот, говорили: Ильдар, давай, иди, пой, у тебя же талант. Үсмер елларында безнең бик тә мәктәбебездә, Турымтайыш мәктәбендә, шулай ук Турымтайыш авылы клубында, шушы мәдәният өлкәсендә бик зур чыгышлар, матур концертлар оештырыла торган иде. Мәдәни шушы мөхит бездә зур роль уйный иде. Һәм әлбәттә инде Илдар да монда үз урынын тапты. Сәхнәдә һәр вакыт ул беренчелекне алды. Аны алкышлар белән зал каршы ала иде. Үзебезнеке, безнең егет дип яратып каршы ала иде инде. Ильдар у нас единственный обладатель гран-при имени Илхама Шакирова. Скажут, все уже готово, а вы сами готовы? Как настрой? Ну, конечно, мы уже соскучились, народ уже ждет. Смотрите, слева, справа от вас и Самира, и Камила. Вот насколько важно, что семья. Сегодня с семьей приехали. С частью детей, так скажем, у нас их 4 с нами сегодня. Двое дома остались. Большой привет передали Ларе, Арианочка, Камила и Самир. Здесь они сегодня еще выступали. Үзләренең җылысын өләшеп, ул бит
жылыны яулап алырга да озак кирәк тырышырга, беләсезме? Вот шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен балаларга менә шушы уйлары өчен. О, довольный, счастливый. Вообще, честно говоря, в этой жизни всегда было такое желание помогать. У нас это всегда есть, это с поклон веков, наверное. Мы всегда это делаем, но никогда об этом не говорим, потому что нас родители так учили. Хочется сделать приятное. Все, что возможно, если кулыңнан келейкен, бізде айталар, если ты это можешь делать, это надо делать обязательно. Это ты не только душевное удовольствие получаешь, ты еще получаешь столько энергии, столько доброты, столько благодарности от своих родных людей. Это родная деревня, и моя в том числе родная деревня. Для нас это вдвойне счастье, если мы будем иметь возможность и в дальнейшем это делать. Мы всегда это будем стараться так делать. Ескерткіш, шондай көңілге рахат білмейсің, шондай рахатты кешірәбіз неше дегенде, яқташлар, туғандар, достар, классташлар, барсы да жиылғандар, әрбіршін көріп құшақлайсым келемін осы шарада. Дорогая, вот еще я смотрю, Гузель Аскаровна очень опытный артист, но вот чуть что вы готовы прям сразу на сцену дернуть. Вот сейчас она исполняет новую песню, слова она знает не все, она чуть-чуть ошиблась, но ты понимаешь, что у нас выступления живые, поэтому поставили слова, она поет, поэтому это забота, конечно. Ну прям сердце переживает, да? Да, конечно. Татарстанның һәм Башкортстанның атказаган артисты, безнең хөрмәтле якташыбыз, һәркем хөрмәт иткән. Ул аның кебек композитор дуслары тумагандыр. Чыннан да шундый матур җырлар безнең Альфред Якшыметов үзде. Рәхмәт. Гүзәл менән Илдар миңа шулай ук иң якын кешеләр. Алар безнең менән шулай ук Салават театрында эшләп киткән кешеләр алар. Үзем лично таныштырдым Салават менән Илдарды да, Гүзәлде дә. Шуннан бергә эшләп алдык. Шугынан инде аларның юллары үзләренең юлынан атландылар. Шуннан инде тагы ни әйтәм, иң мөһиме Илдар менән Гүзәл минем өчен ни өчен якын. Алар бер вакытта минең иҗади кисәмнәрдә үткәргәндә бер вакытта юк дип тормайдар. Беренче булып йөгереп киләләр, һәр вакыт мине Казанда поддержать итеп торалар. Хөрмәтле яраткан якташым, легендар Альфред Якшыметов. Альфред агай, рәхмәт сиңа. Это самый настоящий, как говорится, раритет. Честно говоря, он нам достался от бабушки, вот с Давлекановского района. Я помню, к нам привезли гусей, коров, что бабушка нам отдала, и этот самовар оттуда прибыл к нам. И вот до сих пор мы его храним. Ну старше вас, да, правильно? Старше, да. И этот самовар, конечно, он может быть не топчик, да, сегодня. Здесь, видишь, и гвоздь есть, но он исправно служит нам верой и правдой и дает прекраснейший вкусный чай. Менә безнең бәхет булды, Гүзәлне очратты ул сразу. Аллага шөкер, безнең шундый зур бәхет булды. Совсем булып Әйбәт кенә сүзләрем җылы гына барсы да балаларыма, Гүзәлебезгә, Илдарга, потому что алар баш бала, икесе дә. Үзләренең дә менә Аллага шөкер 4 бала. Менә дигән, оралашабыз, йөрешәбез, сөешәбез, яратышабыз. Самое главное, әйбәт мөнәсәбәт. Бәхетле булсыннар. Минем иң зур теләгем, исән-сау йөрсеннәр, бәхетле булсыннар. Мин бик шатмын, горурлымын алар өчен. Рәхмәт безгә менә шундый килен туры килгән өчен. Бик тырыш уңган, кулыннан бар нәрсә дә килә. Рәхмәт аның әти-әниләренә. Шундый килен үстергәннәр өчен, безнең балаларга ярдәм иткәннәр өчен. Мы дополняем друг друга, мы помогаем друг другу, мы все время сопровождаем, мы и опоры, и друзья друг другу, и, не знаю, наверное, мы все для друг друга. Мы
как одно целое. Вот говорят же, когда свадьба идет, все говорят, будьте единым целым, вы две половинки соединенные. Это как раз вот тот самый случай, когда мы вот не можем без друг друга. Вот, и все такие спрашивают, а как вы не устаете от друг друга? Мы даже не думаем, что мы устаем от друг друга, мы просто понимаем, что мы делаем одно дело большое, да? Мы родители от большой семьи, то есть вокруг у нас театр, у нас такая работа, у нас наши зрители дорогие, да? Мы вот все в едином целом, как вдвоем это все несем, проносим через всю свою жизнь, поэтому без друг друга это невозможно. Здесь дровяник, а здесь стояла машина отца всегда. И мы вечерами, пока папа спал, выталкивали машину. У нас же там, видишь, горка. И там заводили машину и уезжали. Ну, папа, может, и знал, конечно, не знаю. Но, в общем, мы катались на машине. Вот здесь машина стояла. Значит, здесь у нас второй этаж. В общем, наша молодость прошла здесь. Я здесь ставил стол. Пойдем буквально взглянем. Сейчас, наверное, ситуация здесь другая. Вот, но здесь сейчас просто несколько кроватей. Но здесь был музыкальный центр, большой телевизор стоял. Здесь я делал по углам светомузыку, сам собирал. По физике мы изучали. В общем, я и сохранял все эти схемы, сам создавал акустические системы, здесь колонки собирал. В общем, у меня был такой, как тебе сказать, мини-студия, мини-концерт. То есть подручными средствами собирал. Да, папа у меня крутой. Ну, у каждого папа хороший. Я не скажу, что какой-то папа плохой. У каждого папа свой достойный. И человек, который заботится о тебе, нужно его тщательно уважать, чтобы он уважал тебя. Даже вы, дети, даю вам совет, лучше берегите своих родителей, потому что они делают вам подарки, и вы делаете подарки. И получается и радость и тебе, и родителям. И вот это вся дружная семья. У тебя большая семья, да? Да, большая семья. Гузель, послушайте, а вот смотрите, вы сейчас в другой роли, да? У вас и сейчас и Ларри растет. Как вы будете теперь тогда женихов, да, смотреть? То есть, вот это же очень такой момент. Да, ответственно, наверное. Уже готовитесь к этому морально? Ну, морально, понятное дело, что к этому нужно готовиться. Или невозможно к этому подготовиться? Ну, я честно, наверное, морально, конечно, думаешь об этом, но я душой еще, наверное, я не готова. Не знаю даже вот. Конечно, мы будем радоваться, конечно, мы примем. Всегда будем рады. Для нас это будет счастье, потому главное, что... чтобы такой же, как папа. Да, главное, чтобы они любили друг друга, чтобы они уважали друг друга и, конечно же, создавали уют, уважали друг друга, родителей. Это самое главное. Детей очень, чтобы много было. Мы очень любим детей. У нас их 4, мы хотим и внуков. Сейчас понимаешь, что время быстро проходит, поэтому вот эти встречи нужны. Они укрепляют нашу семью. Вот, поэтому я всегда думаю, желаю и мысленно всегда, ну, как бы отправляю. Иногда бывает, а вот про тебя подумал, и я звоню, допустим, или он обо мне подумал, я им звоню. То есть вот, такая связь, она есть все-таки. Я очень его уважаю, как брата. Он реально такой, он брат. Это самый близкий человек. Родители же, они взрослые, никто как бы не вечен, да, а все равно жить как бы со своими братьями. Гузель Скарана, а вот была бы Гузель Уразова без Ильдара Хакимова? Нет, наверное. И Ильдара Хакимова, наверное, тоже без Гузель Уразовой, возможно, не было. Ну, судьба так распорядилась, Бог так хотел, и вот мы, Гузель, Ильдар, вот с тех пор, как мы вышли на сцену, как мы появились, мы рука об руку идем. Гузель, Ильдар, Гузель, Жар театра всегда.